Несмотря на то, что ни для кого не секрет, что Китай проводит политику геноцида против уйгуров и других тюрков, водворяя их в лагеря и направляя на заводы в качестве дешевой рабочей силы, что было воспринято некоторыми наблюдателями как одно из самых трагичных событий со времен Второй мировой войны, большинство людей не совсем осознает беззаконие коммунистической партии в уйгурском регионе. Недавно китайские СМИ опубликовали видеоматериалы, на которых запечатлены молодые люди, ожидающие отправки в различные провинции Китая. В результате расследования стало известно, что свыше 1000 девушек и парней, которых привезли на железнодорожную станцию для дальнейшей отправки на заводы и фабрики внутренних регионов Китая, являлись жителями города Енихисар Кашгарской провинции. Уйгуры, оставшиеся в Саудовской Аравии в связи с карантином, были вывезены в Турцию по указу турецких властей. Комментируя ситуацию, глава Союза уйгурских неправительственных организаций Хидаятулла Огузхан сделал следующее заявление. Турецкие власти направили в Саудовскую Аравию самолет для эвакуации своих граждан. Вместе с этим они не забыли и про уйгуров, семьи которых остались в Турции. Уйгурская диаспора выражает свою благодарность турецкому государству. Из-за эпидемии коронавируса с начала года китайская экономика снизилась на 6,4%, составив 6,57 триллиона юаней. Согласно информации Главного таможенного управления Китая, по сравнению с прошлым годом в марте экспорт сократился на 3,5%. При этом импорт вырос на 2,4%. В долларовом эквиваленте экспорт Поднебесной составил 183 миллиарда. На импорт Китай потратил 1,16 триллиона юаней. Казахстан выразил протест Китаю из-за статьи, опубликованной в китайских СМИ под заголовком «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай?». Министерство иностранных дел Республики Казахстан осудило данное заявление и вызвало китайского посла, известного неадекватными выпадами, для разъяснения ситуации. Скандальная статья посла была опубликована на китайском сайте Соху. Также посольство Республики Казахстан в Пекине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Китая. В Министерство иностранных дел Франции был вызван представитель Китая в Париже, который выступил с критикой в адрес французских властей и обвинил их в неэффективной политике по борьбе с эпидемией. Министр иностранных дел Франции отметил, что заявления Лю Ше необоснованы и наносят вред двусторонним отношениям. Причиной скандала стало заявление, опубликованное на официальном сайте посольства Китая в Париже. Китайский посол обвинил западные страны в халатном отношении к эпидемии и позднем реагировании, которое привело к тому, что вирус вышел из-под контроля. Также Лю Ше заявил, что данная ситуация нисколько не влияет на них и не вызывает сожаления. В Китае началось выдворение африканцев, которых Пекин обвинил в повторном распространении коронавируса нового типа. Популярный певец из Уганды Бобби Вайн заявил, что африканцы, столкнувшиеся с расовой дискриминацией и нуждающиеся в лечении, будут эвакуированы в одну из африканских стран. Певец призвал китайское правительство прекратить пропаганду, мишенью которой стали африканцы, и попросил африканские организации присоединиться к начатой им акции. Страны Африки осудили Китай в связи с тем, что африканцев, находящихся в Гуанчжоу и других городах, обвинили в распространении эпидемии и выдворили из домов, отелей, больниц и торговых центров. Против беззакония китайских властей выступили и южноафриканские правозащитники.